Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема данного расклада – случайности и не случайные. Посмотрим, что скажут карты. Давайте для начала посмотрим ваш портрет, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает или кто вас окружает. Сейчас ни о ком не думайте, главное, сконцентрируйтесь на себе. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео. Итак, думайте о себе. Кто вы, кто пришел на расклад. Человек-руководитель, человек, который руководствуется только своим мнением. Добропорядочный человек, человек, который умеет договариваться. Человек, возможно, который имеет, какие-то связи или умеет налаживать связи, налаживать знакомства. Возможно, знакомства ваши непростые именно, для вас, понимаете, есть такое понимание, с кем я общаюсь, вот то я и есть, и вы смотрите на успешных людей, вы смотрите на людей, которые чего-то в этой жизни добились. Почему? Потому что вы понимаете, что в этом лежит, чувствуете, что если они такие, то и я буду такая, или же, вы любите общаться с умными людьми, то есть вас тянет именно к таким продвинутым людям, люди, которые сидят, или же выше статусом, или же что-то, в этой жизни добились, ресурсные люди. И у вас есть однозначно, вы тот человек, который сам ресурсный, непростой, авторитарность, самостоятельность тут. Вы самостоятельно принимаете решения, даже с детства вы были самостоятельно, то есть вас самостоятельным человеком, вас не нужно было постоянно дергать, по 100 раз, вы сами понимали, что нужно, что не нужно, и вы еще тот человек, который лишнего не допускает, или же у вас есть в голове только тот момент такой собранности, только то, что вам необходимо. Решайте дела по их... Вот как пришла какая-то проблема, вы стараетесь сразу ее решить. Тот момент еще вы, возможно, останавливали какие-то конфликты, или споры, то есть между людьми, или вообще, то есть... Вы как судья в некой степени. Даже не судья, а человек, который может рассудить. Дать совет, возможно, дельный, нужный. Очень такой человек. Притом, знаете, вы сверху, у вас оболочка такая твердая, мужская энергия такая. Ну и в принципе, есть тут мужские энергии в вас, если смотрит женщина. Ну а так, если смотрит мужчина, здесь мужчина. Вот прям мужик, настоящий мужик. Сказал, сделал, человек слова. Вот. И... В то же время, вы не какой-то там сухая корка, вы чувственный человек. И вы в то же время проникаетесь к людям. Но у вас есть лимиты, вы понимаете, что... То есть умеете держать некую не оборону, а рамки. То есть послушали, но
не старайтесь это прям близко принять к сердцу, потому что вы понимаете, что на вас это переходит, негативное. Но в то же время, да, вы можете дать людям дельный совет. Возможно, здесь такой еще человек, который не будет ехидно улыбаться, да, он будет говорить прямо то, что он думает. Вот хорошо, хорошо, плохо, плохо. Вот так вот. Нет такого, ну, могло бы быть лучше, или, да, сказать, да, все хорошо, но на самом деле в душе подумать, да, это же все плохо. Тут нет такой игры, именно фальшивые маски в вас. Люди вам доверяют, да, люди вам верят. Здесь есть момент практичности вашей, причем руководителя, да, человек, который может вести команду людей, группу людей, коллектив. Возможно, вы занимаете тоже какое-то высокое положение, или же у кого-то есть свое какое-то дело, которым вы руководите. И руководствуетесь только своим сердцем. Думайте головой, не надевайте вперед розовые очки. Вы сначала все проанализируйте. Если вам что-то не нравится, ну, вы конкретно отрубаете, да, и, возможно, тут человек, почему такая характеристика идет, если женщина смотрит, да, здесь момент какого-то стального прошлого, да, которое вас закалило именно как сталь, обожгли вас. Была такой вот девочкой в розовом платьице, но потом стала императором. Мужиком прям. Вот так вот. Тут, возможно, кто-то натерпелся в свой адрес именно негативных моментов, таких тяжелых. У кого-то, правда, были тяжелые случаи, когда теряли все и приходилось все снова начинать. Как говорится, из осколков собирать и слепливать снова. Опять-таки показывает, при том, что вы не сухарь какой-то, да, вы очень чувствительный человек, понимающий человек. Возможно, к вам иногда приходят за советом, чтобы вы помогли. Сейчас находитесь в холодных позициях. Есть момент такой, что вы сейчас и вообще, в принципе, вы доверяй, но проверяй. Вы доверяете только тогда, когда вы перепроверите, когда есть на то аргументы, факты, причем увиденные вашими глазами, услышанные вашими ушами. То есть вы однозначно здесь как некий судья. Можете рассудить ситуацию. Очень такой острый ум, и здесь все, что вы делаете, все, что вы говорите, зачастую, да, очень все так логично, складно, без каких-то промахов. Старайтесь не ошибиться. Да, даже если вы, например, что-то отмеряете, вы прям стараетесь тютелька в тютельку. Вот. Вы собираетесь отправляться вперед, да, вы собираетесь двигаться, возможно, к новым каким-то проектам и реализациям сейчас, и, возможно, любовь оставили где-то в стороне. Здесь момент именно положить новое начало чему-то. Есть момент, опять-таки, уход от чего-то прошлого, то, что делало больно, скорее всего, это чувство, чувственная сфера, отношения, или же, да, вы отошли в сторону от отношений, и я не буду забивать себе сейчас этим голову, я буду думать, да, как мне жить дальше. Возможно, кто-то, да, думает о подушке безопасности, то есть подкопить какие-то деньги или отложить какие-то деньги и, да, вовремя свалить, или же, да, накопить деньги, купить что-то, что будет стабильно меня живить потом до конца моей жизни. Тут уже кто-то призадумался и о пенсии, например, да, мне уже немало лет, а вот не за горами пенсия, например, и на что я буду жить. Здесь об этом думайте. Также здесь есть момент, кто-то может находиться именно на данный момент, какие энергии, что что-то вокруг пугает.
Да, это могут быть или боевые действия, или, например, да, где-то вы находитесь, где может быть небезопасно, или же, да, такие большие города, где большое скопление людей, где много разной энергетики, и на вас это как-то давит, и у кого-то даже здесь как будто, ну, есть тут стресс, здесь момент тоже психосоматики, нарушения, да, идет в психосоматике, и у вас складывается впечатление, что мне, да, нужно себя как-то рестартовать, что-то, возможно, да, предпринять для своей психики, для своего здоровья. Здесь кто-то об этом подумывает, кто-то уже начинает что-то делать, например, заниматься спортом или принимать какие-то профилактические, да, средства, дабы потом, может быть, витамины пьете, да, или же принимаете какие-то витаминные комплексы, или, может быть, занимается кто-то своим омоложением, потому что я понимаю, что старею, да, и мне нужно молодиться, что-то с собой делать. Тут как будто реставрируете себя по кусочкам, понемножку. Далее, ваша характеристика. Но вы себя сама настраиваете. Возможно, да, здесь есть моменты того, что вас кто-то вам помогает именно морально. И вы, знаете, вы сами это понимаете, что только я сама у себя есть, да, и только я могу себя поддержать, что-то предпринять, потому что от кого-то просить помощи, во-первых, стыдно, во-вторых, бесполезно. Переживания есть какие-то, ночные кошмары, или у кого-то бессонница, кто-то здесь, возможно, по ночам ест. Даже, да, здесь такие есть люди, которые от нервов едят. Вот когда нервничают, они начинают очень много есть. Вы человек, хочется сказать, 10 в одном. Да, у вас все стихии совмещены, у вас совмещены все. Да, если смотрят мужчины, это прям мужчина-мужчина, да, если смотрят женщина, здесь женщина в мужских энергиях, но в то же время, опять-таки, я повторюсь, да, это женщина. И здесь показывают на это. Та, в которой совмещено все. В ней же и женщина, в ней же и мужчина, в ней же и мама, в ней же и любовница, в ней же и сестра, в ней же и подруга, и все-все-все. То есть такая универсальная женщина, заботящаяся женщина. Та женщина, которая не забудет о себе, та женщина, которая заботится и о себе. Да, она про себя не забывает. Притом, знаете, у этой женщины все растет. Возможно, у вас очень хорошо растут растения даже, да. И бывает у людей посадят, да, и вот, как говорится, сгнило или пропало, или засохло. Вот, но у вас как все растет, но не обязательно, да, здесь у кого-то может проиграться, что не в этом плане, так в другом плане у вас что-то вот, да, за что вы не возьметесь, оно в руках как расцветает. Также здесь моменты, кто-то именно занимается реставрацией чего-то, обновлением, обновляет что-то. Возможно, потерпели какой-то обман или именно предательство. До сих пор оставила отпечаток. Это на вас есть отпечаток от предательства из прошлого. Но вы знаете, тут и друзья или подруги, да, именно были такие нехорошие в вашей жизни, просвечивается, но 2 точно, которые, возможно, как-то... Тут момент лицемерия, может быть, или завидовали вам, да, вашей внешности. Внешность, кто-то здесь выглядит именно роскошно, и в том числе молодо, моложе своих лет, сколько бы вам лет не было, вы выглядите хорошо, вы выглядите сочно, да, вы выглядите здоровой. Притом, знаете, вам можно дать меньше лет, нежели вам есть.
Но я же говорю, здесь очень много в вас стихий. Вы можете и быть, да, одной королевой, мечевой, тут же и пентаклевой. То есть здесь совмещение всего в императрице. И сейчас, возможно, есть некий выбор. Выбор профессии, выбор партнера. А у кого-то есть размышления, делать мне это с собой или нет. Это может быть или операция, да, пластическая. Тут кто-то об этом думал. Или же, да, вот что-то в себе поменять. Да, когда мы начинаем что-то в себе менять, начинает в нашей жизни что-то меняться. Это не обязательно, что если вы отрежете кончики волос, то ваша жизнь поменяется. Это да, это тоже влияние очень сильно большое и очень влияет, да, на будущее. А второе, когда вы и вообще во внешности что-то начинаете менять, меняется окружающее все вокруг. Меняется жизнь, происходят перемены именно. Да, кто стремится к переменам, поэтому действуйте. Человек работящий, очень человек ответственный. Да, возможно, у вас ответственная работа, или же вы относитесь к работе ответственно. У вас есть терпеливость в характере, да, вот тяжело вам, но вы до конца идете напролом, в поте, да, и в запыхах, но вы доделаете, раз уж вы обещали, вы человек слова. Поэтому я говорю, что вам люди очень доверяют. Такая есть у вас практичность, деловитость, организованность. Хорошо. Но тяжело вам, но вы несете. Вот как бы вам не было тяжело, вы несете. Да, здесь, возможно, у кого-то тяжелая работа, у кого-то ответственная, может быть, сложная. Здесь есть сложность, есть ответственность, есть какой-то определенный график. Не так, что работаю, когда хочу, а определенный график. В то же время, да, у вас есть порядок в голове, и это самое такое главное качество, которое вас выделяет, да, в глазах других людей. Порядок в голове определенно. И вы знаете, вы, правда, что как будто бы носите шкуру хамелеона, да, вы постоянно меняете цвет. Люди вас иногда не узнают, да, или от вас этого не ожидали. Вот так вот. Итак, если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Что скажут карты? Случайности, не случайно. Знаете, тут именно такой момент, как предупреждение, да, ваши мысли лишние. Вот они как будто бы... Здесь вы много о чем думаете и сразу, да? Правда, у меня аж информация, у меня сейчас идет поток такой, и, знаете, такой вот это вот, да, у вас в голове вот именно вот этот, вот прям как прокрутка такая быстрая информации. Или вы что-то листаете вот так быстро, да, в телефоне, может быть. Тут много чего лишнего есть, вообще совершенно ненужного. Оно как будто бы вас не осложняет, а тормозит, да, ваш путь. Вот вы ехали, остановились и затормозились. Здесь момент такого медленного пути вашего. Ну да, которая тормозит вас и ставит вас, возможно, ваши мысли, ваш враг, хочется здесь сказать, ставят вас в некий ступор.
хотя вы понимаете, что вы не такой человек, да, и что тут, возможно, у кого-то что-то остановилось. Мне всегда везло, а тут на один раз, два, и все, и остановилось. Вам, кстати, несколько раз однозначно тут так хорошенько в жизни фартило, прям фартило. Тут была такая радость. Ну да. Это касалось, возможно, финансов, да? Кто-то именно по-крупному в жизни получал крупные суммы. Кстати, вы тот человек, у которого, возможно, да, люди часто о чем-то просят, помочь, или же, да, у кого-то просят здесь деньги, потому что люди на вас надеются, чувствуют в вас эту ресурсность, поэтому есть момент, как будто бы спрашивают у вас или же совета, или денег. И здесь есть момент некого такого предупреждения. Ну, как предупреждение? Тут уже как и было это, да, что вы давали не тем, кому стоило бы. Да, этого они не заслужили. Вот. А дальше начинается путь. Куда-то вы отправитесь. Где куда-то вы отправитесь, или где, вернее, куда-то вы отправитесь, где вы восстановите какие-то свои силы и вернете то, что было потерянным. Эта энергия, именно вот эта дорога, да, она как будто бы даст вам именно наполнение и возвращение. Что-то, да, что к вам вернется. То, что было или украдено, или взято у вас без вашего ведома, но украдено. Вот оно как начнет возвращаться. Здесь момент объявления ваших, возможно, злопыхателей. Да, кто-то встретит своих злопыхателей. Причем состояние такое будет у вас потом после них не очень хорошее. Потому что здесь чувствуется именно негативная энергия. От людей исходит что-то негативное. Что-то, да, может у них не складываться, а на вас это как переходить. Вы это чувствуете, да, и чувствуете себя потом как-то или ослабленно, или аж плакать хочется, да, или не можете уснуть. Ну, или даже элементарно депрессия. Но скорее тут высасывание таких сил, энергии. Энергично была. Была энергична, да, а тут как забрали энергию. Вам удастся это взять, восполниться. Тут идет еще совет, кому-то бы стоит, да, именно посетить, правда, уже несколько раз видео, это прям не видео, а этот момент проигрывается. Святые места. И в каком-то видео тоже говорила, что высасывают энергию, да, и тут вот как требовалось бы вам пойти посетить эту церковь, храм. И помните одно такое правило, вот помните его. Если вы пообещали, что вы в эту субботу или в пятницу или завтра пойдете в храм, поэтому лучше не обещайте, да, то вы обязательно должны посетить. Почему? Потому что вы потом можете что-то потерять. Поэтому никогда не обещайте, что завтра я точно пойду в храм. Возможно, завтра я пойду в храм. Да, или, возможно, в субботу я пойду в храм. Возможно. Потому что, когда вы говорите, завтра я пойду в храм, но вы туда не идете, да, вы как солгали. Получается, это как некая ложь перед святыней. И вот здесь четкий момент такой,
идет, да, что вот почему я об этом говорю, потому что случайности не случайно, да, к этому идет эта информация. То есть, если вы сказали завтра, значит, идите завтра. И когда вы пойдете посещать, здесь пойдете, да, посещать святые места, необходимость есть в этом. Здесь именно пойдите в тот день, да, в который вы вот прям пообещали. Или скажите, возможно, завтра я пойду. Даже мысль в голове, когда вы держите, что завтра может пойти мне в храм, не задавайте себе вопросов. Скажите, возможно, завтра или возможно, там тогда-то я пойду в храм. Мысленно даже. Тут что-то, какая-то болячка уйдет. Пойдя в храм, с вас что-то снимется. Болячка – это психоэмоциональная. Да, снимите с себя какой-то груз. Кто-то получит именно облегчение. Да, с кого-то как снимется что-то. Кто же был, кто-то мне писал как раз такой комментарий, да, я зашел в церковь, и я почувствовал, что с меня как будто бы как путы снялись, да, как будто руки и ноги были связаны, и вот как это снялось, я почувствовала облегчение. Вот у вас что-то такого произойдет. Когда вы выйдете из храма, вы почувствуете, что с вас что-то стянулось, забралось. Снялось. Вот. Как еще идет информация о том, что кто-то боится, что ходят колдуны туда. Это не есть страшно. Поверьте, в храме на вас это не перелезет. И даже за пределами храма на вас это не перелезет. Но когда из вида пропадает храм, из вида, когда вы уже его не видите, он где-то там за сопками, вот тогда, да, вы встречаетесь с реальной жизнью. Вот тогда, да, может что-то прилипнуть, но когда вы находитесь в той среде или видите даже издалека храм, вы понимаете, что до вас что-то не прикоснется, именно негативное. Тут кто-то об этом думает, что ходят туда и черные люди. Да, черные люди обязательно туда ходят. Кладбище, чистейшее тоже, да, место пребывания именно магов черных, храмы. Через храмы совершаются и сложные, тяжелые ритуалы, именно черные. Да, вам здесь нужно что-то снять. Здесь именно кто-то соприкосновенный с магическими ритуалами, кто-то выполняет какие-то ритуалы. Причем, да, кто-то в интернете читает ритуалы, что-то вот прилипло, гадость. Да, что-то вы сделали или даже прочитали вслух, просто прочитали. Вы не делали, вы просто читали текст. И вот как прилипла гадость. А потом не поймете, откуда что-то вылезло. Вот оттуда-то и вылезло, да, или же, возможно, кто-то проделывал ритуалы, даже кому-то, да, но прилипла вот какая-то гадость. Кто-то не доделал, может быть, ритуал. Может быть, вы занимались чисткой, да, и именно не доделав, все это бросили, оставили на потом. И какая-то лярва именно, не лярва, а гадость прилипла. Получите освобождение, можете поговорить с батюшкой, дабы облегчить еще больше себя. То есть тут именно это очень хорошо повлияет, именно общение с батюшкой. Может быть, здесь, да, кто-то именно начнет
признание батюшки. Прийти и признаться. Тут что-то отпустит от вас, вот как встряхнет вас. Вернее, вы как встряхнетесь, вот как от чего-то, оно отпустится, то, что прилипало. Знаете, элементарно даже взгляд от людей, обладающих именно, да, магическими знаниями, то есть люди, которые занимаются колдовством, черной магией, даже достаточно взгляд во взгляд. Войти и послать порчу. И причем это невидимый и легкий способ, но взгляд, да, это очень сильный инструмент вообще, глаза. Через которые зачастую, да, почему говорят, никогда старайтесь не смотреть в глаза. Старайтесь отводить взгляд в сторону, потому что вы не знаете, что у человека, да, и вы начинаете, когда с ним вести общение и смотреть в глаза, происходит очень близкий контакт, происходит очень сильный взаимообмен. И можно напитаться такими гадостями, непонятно, откуда это липнет, вот оттуда и липнет. Зрительный контакт, вообще глаза – это сильный и инструмент. Глазами можно флиртовать, глазами можно притянуть человека, глазами можно оттолкнуть человека. И даже взглядом можно поставить на место человека. Но в то же время, да, можно на него влиять. Можно человека гипнотизировать. Плюс гипноз, да, глаза, плюс слова. Кто-то покинет работу, да, или вы положите на стол именно лист на увольнение. Кто-то или же собирается уходить, что-то менять в своей жизни именно по работе. Только не пишите, пожалуйста, положить, класть. Я вас прошу, не пишите. Потому что мне стали в комментарии зачем-то писать, я имею право, да, делать ошибки, но, да, извиняюсь, еще раз повторяюсь, и я учусь. Поэтому я уже много лет не живу в России, поэтому у меня есть ошибки. Но я смотрю русские видео, да, и делаю зачастую ошибки. Но если уж так начнем про русский язык говорить, опять-таки я скажу, например, слово «суп», да, это не русское слово. Слово «лошадь» – это не русское слово. И таких слов миллионы. Также, получается, мы все говорим не по-русски, а на разных языках. Поэтому положить, класть, да, ошибка. Извиняюсь. Но сам смысл понятен, да, и как говорят еще, русский язык велик и могуч, да. Самое главное, да, то, что я объясняю уже простым языком, которым очень уже понятным языком, уже, да, и говорю к тому примеры, например, очень часто. Поэтому, я думаю, уже ну, просто по-детски уже, ну, не придумать. Я всегда удивлялась, да, когда люди, например, меня поправляют, а сами делают дальше, да, продолжают диалог, делают ошибки. Вот, тогда, знаете, лучше ничего не писать, дабы не проколоться. Вот. Да. Здесь кто-то покидает старую работу. Я покидаю старое, буду делать другой проект, который будет для вас
огромной возможностью, даже невозможностью, который будет для вас огромной выгодой. Тот проект, который принесет вам намного больше. И идет информация, ты будешь это делать по-другому. То есть у кого-то, возможно, будет совершенно другая профессия. Или же совершенно другой проект. Вы кулинар, но да, вы начинаете работать в сфере IT. Или же вы умеете и хорошо готовить, отлично готовить и отлично владеете IT, искусственным, да, интеллектами и так далее. То есть тут как смена какой-то профессии. Рубеж. Да, я вижу рубеж. Жирный. Такая жирная линия. Тут кто-то, правда, проведет какую-то жирную линию на до и после. Это будет касаться, возможно, опять-таки работы, финансов. А кто-то из, например, того, что не было денег, переходит в, когда они резко появляются и в большом количестве. Но здесь момент чаще проиграется, потому что вас очень много. Именно с той работы, которая приносила мало, переходите туда, где платят больше. И это большая разница, поэтому это жирная полоса. Ну, теперь уже более понятнее мне. Здесь кто-то, да, именно сомневается, кто находится в паре. Здесь момент есть такого сомнения, или же будут такие какие-то сомнения в отношениях. Вообще, нужны ли мне эти отношения? И вы знаете, не просто так приходит такая мысль. Здесь есть момент, как будто бы именно кто-то свыше, да, мужчина. Скорее, да, это может быть по мужской линии или же, да, сверху. Именно тот, кто сейчас не живой, мужчина, дедушка, прадедушка, прапрадедушка. Вот вас именно как будто бы наставляет. Вот эти мысли, они не ваши мысли. И не зря эти мысли пришли. И вообще, да, тут показывают, что на вас будут влиять. Что ваши мысли или ваши действия будут не вашими. Потом, скорее всего, после этих мыслей вы будете как в таком, как сказать, очнулась и понимала, что а чего это я об этом подумала-то? Почему? Бывает же такое у вас? А чего это я об этом подумала резко? Да, я вот сидела сейчас, думала о том, как красиво солнышко светит, да, а тут резко я подумала, что мне бы автомобиль купить новый или там, не знаю, записаться на курсы танцев. Почему я об этом подумала? И вот такие мысли будут приходить именно момент, опять-таки, направляющий. Да, вся наша жизнь – это есть та направляющая, та полоса, по которой мы идем. Да? Встречаются какие-то барьеры, встречаются какие-то проработки, встречаются… То есть, знаете, иногда хочется сказать, что мы все посланы на Землю для прохождения уроков. А иногда для кого-то кажется, Земля – это ад. Это вот он ад, да, все думают, что существует рай и ад, а земля это ад, потому что постоянно что-то надо проходить.
Вот тут момент такой, как будто вот, ну, услышь меня, да, услышь. Тут даже кто-то может услышать какие-то голоса. Вы можете иногда, да, например, резко, внезапно кто-то кричит ваше имя, и вы оборачиваетесь и думаете, что это позвали вас. Но позвали не вас, а другую Наташу. Но не вас, Наталью. А вам показалось, что это вас позвали. Вот тут, когда такое встречается, могли бы услышать, но подумать, что это другую Наталью позвали. Хотя вы еще не оборачивались, но понимаете, что другую Наталью, и не вас Наталью позвали. Вы почувствуете это, да, это не меня, это там другую Наталью, с другой Натальей разговаривают, хотя я тоже Наталья, нет. А иногда вы чувствуете, да, что такой бывает момент, когда кричат, например, Наталья. Вы поворачиваетесь, и вы думаете, что это вас, ну, да, там кто-то общался между собой, это других позвали. Вот вы, как не знаете, это вам уже кричат высшие силы. Понимаете, какой парадокс? Не каждый может знать об этом информацию, поэтому, да, когда что-то происходит такое, да, я сразу начинаю говорить. Вспоминать, да, именно те моменты, которые я знаю, да, и которые идут в потоке. Поэтому здесь момент, как будто вот что-то будет доноситься даже, например, или же вы можете услышать слова, которые присущи будут вам, да, как будет неким сигналом. Например, тебе подруга говорит: разводись с ним уже, он алкоголик, там, зачем он тебе, да, а вы, ну да, ну, а сама себе, ну, жалко его, или не могу, у нас же еще то, у нас еще то, а потом, знаете, случайно где-то в магазине вы находитесь, там за вами очередь стоит, да, а там кто-то в толпе случайно между собой разговаривает и говорит, например, по телефону, говорит: ну разойдись ты уже. Хотя они говорят не вам. А вы так хоп, славливаете эту фразу и понимаете, что как будто уже в уши вам долбят, что ну разойдись ты уже, например. И вот тут такие вот инсайтики, да, будут именно к вам заезжать в ваше ухо. Именно в ухо. Но это не говорит о том, что слушайте все сразу. Живите вот как вы живете. Можете даже и забыть про этот расклад. Живите как живете, вспомните потом. Вообще, да, когда люди приходят на консультации, на ритуалы, на консультации, да, я вот повторяю во многих этих видео вообще, как правильно быть в этой ситуации. Вы пришли на консультацию к тарологу. Таролог вам выдал, да, ответы на ваши заданные вопросы. Не нужно сидеть это все запоминать. Вы прослушали раз, внимательно прослушали раз, все, уяснили. Угу. Постарайтесь потом вообще это из головы отпустить. Вообще не вспоминать, что вы были на раскладе. Дайте этому время. Пусть пройдет год, пусть пройдет 2. А потом, когда начнет все это происходить, если вы хотите, чтобы так происходило, вы начнете понимать, что мне же сказали, вот именно так, именно вот в этот сезон, именно вот так будет. Вы начнете потом вспоминать. Вот тут момент такой, да, идет, что человека, который очень много думает головой. Если вы хотите слышать тонкое, да, то, что не слышат обычные люди, старайтесь почаще заходить на наш канал, да, прислушиваться к моим советам. И не выпускать их как именно советы. Не выпускать их как посмотрел в книгу, да, интересная была, увидел там фигу, но как-то вылетела эта книжка у меня из головы. А вот эти вот советы для вас, да, вы прикрепите. А вот то, что касается проделанные ритуалы, когда вы проделали какой-то, или вы самостоятельно, или кому-то вы ходили к мастерам, никому никогда нельзя об этом говорить.
да, то, что вы чистились, или же вы там, да, привязали мужа, там я ходила, или я ходила к тарологу, да, и так далее. Это ваше личное, это только ваше личное. Хотите, чтобы это все работало? Молчите. Хотите счастья? Молчите. Не выкладывайте фотографии. Я вчера познакомилась с Витей. Вот они, наши ручки, вот букетик он мне подарил, вот конфетки он мне подарил с шампанским и так далее. Не нужно. Это никому не нужно. Это только дробит, да. То есть это некий есть момент на будущее, да, что пара рассыпется. Или же в паре будут возникать проблемы. Потому что много глаз на это пришло. Окей, если вы встретили подружку, окей, да, это мой муж, мой мужчина там. А вот так заявлять об этом, выставлять вот фотографии, как люди выставляют, да, когда целую всю свою жизнь. Потом они удивляются, почему все сыпется, все, как говорится, рвется по швам. Вот потому. Когда люди делятся, хвастаются и так далее, начинает происходить с этим что-то. Купил автомобиль, а он потом начинает ломаться каким-то образом. Видео называется «Случайность и не случайность» сегодняшнее, да, поэтому, скорее всего, эта информация нужна вам. Да, не все знают все, да, кто знает, очень хорошо, кто не знает, я думаю, большинство не знает то, о чем я сказала. Может быть, еще, да, я раз повторила, в других видео тоже как-то я повторяла об этом. Ритуалы, расклады, все, что вы делаете, держите просто под замком, это ваше, вы за это заплатили деньги. Вы сделали энергообмен. Это только ваше. Чтобы оно работало, потому что, да, тем самым вы как выкидываете деньги на ветер. Вы пошли что-то сделали, рассказали, и все. И это зря. Это не будет работать. Новый путь, новые возможности финансовые опять показывают. Тебя ведут к тому, что именно подсказки будут, которые идти, да, свыше. Это будет то, что будет вести к тебя к какой-то реализации, к получению финансов, да, к получению возможностей, связанных с финансами. Здесь кто-то очень сильно обогатится или в чем-то выиграет, да, очень сильно повезет. Причем здесь момент, да, как роста идет. Я выросла. Или я вырос. Движение какое-то в вашей жизни пойдет. Ну что ты будешь делать? Я не знаю. В каждом видео бывшие. Бывшие. Знаете, сюда песня такая вылазит. Бывшие всегда говорят за спиной плохо. Вот тут прям, да, кто-то там пел песню эту. Бывшие всегда говорят за спиной плохо, а вот тут что-то бывшим не нравится. Как вы преуспеваете? Ну, конечно, не нравится. Думали-то, что это под мостом, как говорится, сгниешь, а ты нет, еще жива, еще и цветешь. Тут именно как выход из какого-то застоя у вас выходит. Причем, знаете, вот сидели в застое, да, хороша, все хорошо, да, говорит бывший со стороны или бывшая. А вот как движение началось, так, ах ты падла такая, да, вот аж вот слюной брызжет. Вот тут именно некая такая злость, и опять-таки даже есть зависть. И здесь, знаете, выскакивает такая информация еще, то, что бывший человек даже вам завидовал, партнер или партнерша. Какая-то вот именно момент конкурентности, зависть. Хотя, да, это редкое явление, но вот есть зависть. Как так? У тебя все хорошо? Не может такого быть. А я тебе этого не желаю. Вот именно такое есть. Нет такого, что разошлись хорошо.
Если разошлись хорошо и спокойно, значит, не было там любви. А тут были чувства, но угасли, как говорится. Причем здесь как закончилось, начиналось за мир, а закончилось за упокой. Потому что человек предатель, обманщик, да, вы в это никак, вы на такое не ведетесь. И вообще, да, ваша характеристика человека, который доверяй, но проверяй. Вы проверили и, возможно, как говорится, послали человека на небо за звездочкой. Да, вы начали все сначала или, возможно, свою новую жизнь. Кто-то с новым партнером, совершенно новым, возможно, моложе вас по возрасту, да, или человек, опять-таки, который в душе себя чувствует ребенком, да, или вы можете замечать какие-то повадки, он что, как ребенок в игры играет. Вот такое. А знаете, зачастую мужчины, зачастую мальчики, да, мужчины развиваются позже, нежели девочки. Девочки еще научат. Ох уж эти девочки. Девочки такие. Выход из какого-то застоя. Причем вы берете бразды правления в свои руки, вот как сажусь на коня и скачу. Да, вы берете все в свои руки. Не может так уже быть. Тут кто-то или долго сидел, что-то ждал, и начинает двигаться. Именно действовать. Принимать какие-то решения. Потому что появляются какие-то возможности. Да, однозначно. Тут идут возможности. О, тут опять кто-то прописывает план. Кто-то начинает все взвешивать. Молодцы, девочки, мальчики, молодцы, горжусь. Потому что, да, именно я говорила в прошлом видео, путь к успеху заключается, когда ты имеешь план. Так, я еще сейчас буду карты докладывать. Кто-то здесь очень любит животных. Животные любят вас. Причем здесь у кого-то животное непростое. Зачастую тут непростые люди пришли с непростыми животными. Не то чтобы вы непростая, да, здесь у вас животные, те люди пришли, которые большинство, у них непростое животное. Здесь в этом животном кто-то живет. Чувствительное. Тут у кого-то даже что-то на себя взяло. Животное. На себя. Плачет иногда. Слезы. Дабы вы этих слез не видели, животное плачет. Случайности не случайно. Вы знаете, тут некий такой включается в вас и скорость, и стремление, и в то же время, да, когда прилетает какая-то будет проблема, которую нужно будет решить, вы отнесетесь к ней немного, да пофиг, да, вот, да пофиг. Вот как-то у меня есть важнее, это то, что касается личности вашей, лично вас. А та проблема, подождет, да, или же не буду ее решать, пофиг с ней, будь как будет. Причем, знаете, когда это произойдет, тут кто-то кого-то может не то, что даже послать грубо, да, а вот как проигнорировать. Но вот человеку это ударит по сердечку, да, по его, возможно, самооценке. Вот. А вам, правда, что пофиг.
тем самым что-то вы на себя не стащите негативного. Как да, оградят вас высшие силы от какого-то воздействия, возможно. Потому что человек, возможно, грязный. Да, или от человека есть какой-то негатив, который может на кого-то попасть. Он не специально, да, тут именно такая энергия у человека, когда человек весь погряз, да, в какой-то энергии негативной, и вот он как зараза, да, как вот чесотка, например, поздоровались и здрасте, теперь всю ночь, да, уснуть не могу, чешусь. Знаете, что вам пойдет очень? Здесь навести именно... Тут не то, что навести порядок, тут скорее что-то в доме постарайтесь переставить, что возможно. Не то, что все возможно, все подряд переставить. Например, вазу, достаточно одну вазу переставить. Сегодня она стояла на кухне, завтра я ее поставлю в зал. Да? Или вот что-то поменять местами. Да, какие-то предметы. Для вас, смотрите, это сыграет большую роль. Тут это некий, да, магический ритуал, но это не есть черный ритуал, да, здесь как это бы необходимо для вашего же благополучия. Может быть, да, скорее всего, это как-то связано будет с деньгами, раз это касается благополучия. И знаете, я сейчас что вспомнила сразу же в потоке, то что вот фэнг-шуй, да, как они расставляют зеркала, там нельзя напротив двери, напротив окна вешать и так далее. В старые зеркала нельзя смотреться, в разбитые тоже нельзя смотреться и так далее. Да, но это не по фэнг-шуй про разбитые зеркала, а вот именно что вешать их, да, как правильно и так далее. Вот тут у кого-то, правда же, да, или напротив двери висит зеркало, входной двери. Это говорит о том, что деньги будут из квартиры утекать. А у кого-то на окно смотрят. И тут, знаете, очень бы хорошо, если есть такой прикол, как говорится, да, желательно бы, если есть возможность, поменять местами. Тут бывает, тут проигрывается такой момент, что у кого-то что-то как будто бы неправильно стоит, как находится, может быть, не в том месте. Но опять-таки здесь еще показывают два варианта. Да? Второе, попробуйте переставить что-то местами. Вот. Один вариант это на зеркала, возможно, можете обратить внимание. А второй вариант это именно поменять что-то местом. Кресло, может быть, да, или же вазу, часы и так далее. Что касается часов, тут идет момент, те часы, которые у вас дома не ходят, вставьте в них батарейку, да, оправьте их, почините их, чтобы они тикали, или выбросите их, если они не работают, нерабочие часы. У вас как срок будет сокращаться, жизненный срок. Будет дорога, и будет дорога не случайная. Возможно, это дорога дневная, днем, где, возможно, да, для вас будут подсказки за подсказкой, странные дела происходить, именно какие-то такие непростые, нереальные. Кто-то перья начнет, может быть, находить, да, на кого-то, может, голубь накакает. То есть, или же, да, вот как я шла, надо мной... Да, парк был, и там были эти, в некоторых местах там пару было ели, да, стояла ель, и там еще за километр еще одна ель, например. То есть их там не было, что на каждом шагу. И был парк, да, и вот иду, а мне прям на голову смола падает. И она такая молодая, золотистая, смола.
Вот когда смола на вас капает, или молодая, да, вот вы идете где-то и капнула смола на голову, вот, держитесь, как говорится, изобилие течет, да, к вам в руки. И здесь именно момент такой, что вы начнете, правда же, видеть, какие с вами начнут происходить такие, не пугайтесь этого, да, странные вещи, не есть они небезопасные, да, это именно нереальные. Вам покажется этот день, возможно, даже странным, да, и что это, скорее всего, не так просто. Тут момент возвращения долгов неприятелям, да, то есть кто достал ножи, так они поворачиваются и возвращаются туда, откуда они были посланы. Перемены ваши, расцвет ваш, вы расцветаете, вы расцветете. Тут момент такого, знаете, спокойствия. Да, у меня все есть, я в изобилии, я счастлива. Проговаривайте такую фразу: «Я магнит для изобилия и счастья». В настоящее время, да, я магнит для изобилия и счастья. Можете прописать для активации. Я магнит для изобилия и счастья. 3 позиции. Выбирайте одну. 1, 2, 3. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение, успех. Возможно, беременность или в окружении дети. Перед вами станет выбор. Спасибо, единички. Переходим ко 2 позиции. Вас обсуждает, сплетничает мужчина. Ваш враг получит по заслугам. Радость. 3 позиция. Новости, которые вас порадуют. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Любовь. Спасибо, троечки. И достанем аффирмации. Мне все дозволено, мне все возможно, мне все допустимо. Я делаю все правильно и замечательно. В любых ситуациях я спокоен и сосредоточен. Я верю в себя. Я открываю свое сердце для любви. Я люблю. Я любим или я любима. Можете поставить на паузу, сделать скриншот. Ну а за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведаскара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему с вами каналу. Желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда и ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведаскара.